неожиданно. Я в этом зале сегодня с 10 утра. Уже 2 раза переоделась. Сегодня такой замечательный день. И я думаю, что мне тут очень быстро и рано дать слово. Я думаю, что это, скорее всего, связано с тем, что, во-первых, наша Анастасия Николаевна закончила наш университет, Якутский государственный университет имени Максима Петровича Амосова. Мы один из 10 федеральных университетов Российской Федерации, Северо-Восточный федеральный университет, Ордена Дружбы народов, как мы с вами помним. Ну и второе, это то, что Анастасию Николаевну я знаю, наверное, ну как если посчитать, 83-го года, когда я начала работать в Ярославском районе, один из тех 4 математики, которые с большой привилегией относились к учителям иностранных языков. Ну, у нас дисциплина порядок, а у них дисциплины порядка почему-то не было. Ну, это мне так казалось в тот момент. Но когда я пошла на урок 14 школы, Анастасия Николаевна, вот посмотрите на нее сейчас, строгая, серьезная, вся такая леди. Вот представляете, вот это вот впечатление леди во мне живет вот с тех пор. Я с большим уважением отношусь к Анастасии Николаевне ко всему тому, что она делала, и у меня было в моей жизни, можно сказать, 2 таких момента, о которых Анастасия Николаевна, возможно, и не знает. Но у меня есть свидетели, например, в лице Андрея Исаевича Борисова. Вот скажу, что уж там, 75 лет, много чего можно рассказать в этой жизни, да? Когда в 89 году Андрей Исаевич Борисов, а я на тот момент знала, что Анастасия Николаевна и вообще весь коллектив 14 школы является фанатом Сахатяна, да, Анастасия Николаевна. Ну и меня вызвали в обком партии, тогда еще партия была такая активная, живая и так далее. У нас, помните, была одна партия. Вот Антосов Алексей Александрович предложил мне стать доверенным лицом Андрею Исаевичу Борисову. Андрей Исаевич Борисов, большой, огромный шевелюрой волос, сидел там сбоку, очень на меня обиделись, что я отказалась, и сказала, я доверенное лицо у Павловича Бородина, буквально вчера согласилась. Но я хочу 1000 раз лучше меня, красивее меня, умнее меня и самое главное, фаната якутского нашего театра Анастасия Николаевна Машидонову предложила. Ну вот так Анастасия Николаевна наверняка была, ну как бы скажем, любовалась, наверное, на спектакль, ходила на время от времени, нам про это рассказывала. Но я помню, на тот момент Андрей Исаевич был очень молодым режиссером. И, конечно же, благодаря той тщательной работе, которую проводили все доверенные лица, вы помните, Андрей Исаевич Борисов в 1989 году был избран депутатом СССР и проработал, по-моему, целых 3 года. И вот те начинания, которые были у Андрея Исаевича, как, например, восстановление имен, присвоение имени Героя Советского Союза и так далее нашим воинам, конечно же, есть большая лента работы Анастасии Николаевны. Ну, затем красивую, умную, очень интеллигентную культуру замечает Михаил Ефимович, ну и Анастасия Николаевна сразу стала делать профессиональную карьеру. Ну, на тот момент я на 3-й срок уже избрали заведующий Якутским городом. У меня и мыслей нет пойти там работать в правительство и так далее. Честное слово, у меня таких мыслей не было. И когда меня в 93-м году Михаил Ефимович пригласил и сказал, когда собираешься работать на народ, я не смогла ответить на этот вопрос, потому что я на народ не собиралась работать. Для меня это, конечно, было так загадочно. Но когда проводились съезды женщин, Анастасия Николаевна, я помню, пригласила знаменитых женщин из России, вот как Екатерина Лахова, по-моему, была, да? Еще какие-то очень приятные женщины, которые говорили о правах женщин. Это, честное слово, впервые я задумалась на этом съезде. Съезд, по-моему, был в 95 году, да? Я впервые тогда задумалась, что у женщины
должны быть какие-то отдельные права, что ли, за которые надо бороться. Ну, не скажу, что такое не смешно, да, но на тот период вообще-то женщина в возрасте с ней и так далее, но для меня это было открытием. Мы сейчас, когда с Анжеликой Егоровной Андреевой, председателем Союза женщин Республики, приглашаем женщин в наш актив, в активе у нас Алексей Николаевна тоже, мы, конечно же, иногда удивляемся, как наши женщины, отягощенные, конечно же, своими профессиональными вопросами, семейными делами и так далее, не могут найти равновесие между работой и семьей. И в этом плане, конечно же, мы знаем о том, что нужны такие хорошие концепции, стратегии и так далее, которые и тогда начал наш первый президент Михаил Ефимович Николаев, как вы помните, внедряла эту работу все, что касается социализации общества, все, что касается консолидации общества, женщин и мужчин, ну и, конечно же, подоплека, которая вот, как раз здесь вот говорили еще фонда, Анастасия Николаевна это все организовала. Ну, наверное, помогало еще и то, что знание иностранных языков, это опять-таки я очень поняла, знание иностранных языков, конечно же, открывает многие-многие двери. Ну, затем я со временем становлюсь зампред правительства и так далее. Ну, мы со Алексеем Николаевной, когда я была и министром, вместе работали, боролись против мужского шовинизма. Помните, да, Алексея Николаевна, еще были такие понятия у нас, к сожалению. Ну и когда, помните, мы строили ВСТО, Восточной Осетии, Тихий и так далее, вот в любое время дня и ночи можно было поговорить с Алексеем Николаевной, и все, что касалось интересов нашей республики, вопросов, которые касались экономики, это, можно сказать, ну что учителя там, Михаила Жидоновой, в принципе, что они там понимают в налогах, бюджетах, может, если вот Александр Ильич, который здесь находится, вдруг бы такое бы сказал. Но я думаю, он никогда не скажет, потому что у него родители учителя. Да? Практически я даже вот как-то посчитывала, какая польза от того, что Алексей Николаевна находится сегодня в другой стране. И, конечно же, ведет к тому, чтобы страны, народы, общества дружили. И как раз мы когда в году начали изучать образовательные программы школ Америки, не только Аляски, да? К сожалению, значит, как сказали наши математики, где-то начиная со 2-3 класса государственных школ, не частных, а именно государственных школ Америки, практически ловить нечего, например, по математике. По той простой причине, что уже во 2 классе детей там определяли. Ну, типа такого, что математика Маше нужна для того, чтобы ходить в магазин, а Джону математика нужна, чтобы в банке только расплачиваться, там, или там деньги свои там складывать и так далее. Ну, то есть вот эта вот профилизация, которая была во 2 классе, уже начиная вот с этих американских школ, конечно же, нас никоим образом не крестила. Но благодаря Алексею Николаевне мы узнали, что есть отдельная программа для одаренных детей. Она называлась «Семья». Эта программа практически тоже такими путями доставали. Сложно сегодня описать, но мы эту программу до сих пор имеем. И, конечно же, старались все то, что есть хорошее в других системах образования, конечно же, привнести вот в нашу работу. Вот один такой момент. Многие из нас, молодые люди, я вижу, многие из нас понимают, что такое профессиональный рост, карьерный рост и так далее. Для этого, конечно же, не обязательно обладать академическими качествами и так далее. Но вот бывает иногда так, что, ну, не знаю, соседей по улице назначают министрами или нет, но иногда бывает так, что люди, которые не совсем, может быть, относящиеся к тем людям, которых можно назвать образованными, культурными, понимающие, что такое справедливость и объективность в этой жизни. Вот один из министров приходит ко мне на прием, вот Вера Ивановна знает про это, приходит ко мне на прием и говорит: я хочу отозвать Анастасию Николаевну Жидонову. Я говорю: а что случилось? Он говорит: вот, я хочу, чтобы Вера Ивановна туда поехала. Вот такие секреты, девушки сильно не знают про это. Я говорю: а в
эту кровь оплачивает республика, но было сказано, что я хочу к себе заместителю взять своего друга. Я думаю, что наши министры такого сейчас не допускают, но для меня было такое откровение, и я, конечно, очень возмутилась. И в отместку этому мужчине-министру я решила, что Анастасия Николаевна будет еще лучше работать на Аляске. И вот когда мы иногда обменивали, что там чисто вот даже есть такие, как колонии, вот такое интересное слово, и вспомним мы Винокурова, который никогда слово Аляска не говорил, а всегда говорил русскоамерика, да? Вот это все я, конечно же, узнала о тех разговорах, бесед, которые мы вели иногда вот с Анастасией Николаевной. Ну и я предложила Веру Ивановну, новому воспитаннику Российской Федерации ЮНЕСКО, что такая вот Митрофанова Элеонора Валентиновна, я ее немного тоже знала, потому что вот всяко бывает в нашей жизни. Федосия Васильевна тоже про это знает, да? Когда, например, республику могли сказать, мы вас проверим, как вы там изучаете русский язык. Или вы из какой стати с указом президента республики Михаила Ильича Николаева русский язык заменили английским языком и тому подобное. Приходилось, конечно же, обороняться. Приходилось защищаться и, конечно же, защищать интересы нашей Якутии. И Вера Ивановна стала на тот момент единственным, я думаю, что и до сих пор Вера Ивановна единственный представитель нашей страны в ЮНЕСКО. Очень хорошо, благополучно, которую она работала для нас, и благодаря ей, конечно же, наш Алан Пол правильно и справедливо был номинирован, потому что документы в основном, конечно, шли через руки посредства, и если бы наше посредство нас не поддерживало, это бы практически ничего не было. Написали хорошее дело, хороший проект ученые, но это мало. Надо ведь еще это все продвигать. Поэтому огромное спасибо и Анастасии Николаевне, и Вере Ивановне. Когда мы побратимские города Якутск, Штыргенск, заключили соглашение, и у нас очень много было учащихся, как студентов Якутского госуниверситета, которые выезжали, учились в Штыргенском университете, работающие заместителями министров, руководители по разным предприятиям, это не только те, которые учились в престижных, так скажем, американских университетах. Один такой момент, который меня всегда удручал, и я тоже об этом делилась, наверное, не просто как житель или как педагог. Все красивые, умные девушки, в основном, начиная с Варшавской, они почему-то все там оставались. И сразу на первом курсе американцы приглашали замуж, и потом, вот как Анастасия Николаевна правильно выражалась, там были созданы целые такие семьи интернациональные, которые, конечно же, представляли нашу культуру, и с которыми можно было бы и дальше разговаривать, сотрудничать и так далее. Я не буду перебирать все их фамилии и тому подобное, но то, что государство, в том числе такие страны, государства, которые влияют на отношения, на межгосударственные отношения, на то, что касается развития, даже в области образования, того же, как скажем, документы, которые правильно было принято в 2015 году, устойчивое развитие стран планеты, это практически мы, например, как университет, тоже участвуем в этом рейтинге, где можно попасть в рейтинг 17 целевых установок, 17 ЦУРов устойчивого развития. Поэтому мы проводим и спор, и, конечно же, когда проводится Северный форум, то, что Анастасия Николаевна принимает участие, это для нас очень большой опыт, например. Поэтому хочу поблагодарить Анастасию Николаевну. От имени университета хочу вручить нашу благодарность, и даме подарить такой женский подарок. Это, конечно же, очень красивая брошь. Это в стиле Анастасии Николаевны. И самородок тут почти что.
он не такой уж дорогой, сегодня 3000, не УЕ, а наши, российские деньги. Да, но и главное, чтобы настолько была здорова, такая же была, вот раньше по говорили, ну не шестая же, ну вот выставили там свои вопросы, ну это вопрос выставляется для того, чтобы отношения выяснить, правильно? Или правильно работу сделать. Потому что я очень всегда горжусь, что я знаю Анастасию Николаевну, и что она меня терпит, я ее терплю. Были времена, когда мы не плакали друг от друга. Мы вместе плакали то на ее плече, то на моем плече по разным вопросам. А таких вопросов, конечно же, было очень много. Это даже программа «Севера», это программа одаренных детей и так далее. Ну, то есть очень много в нашей жизни было таких моментов, которые, конечно же, по истечении времени начинаешь анализировать и потом думаешь о том, как всегда приятно оставаться людьми. Это, наверное, самое главное. Кем бы ты ни был, кем бы ты ни работал, или какой бы ты ни был национальности или возраста. Поэтому поддерживайте женщин. Хорошо? Тогда